буквы қалынлық белгісі, и нешкелік белгісі. Твердый знак в татарском языке выполняет две функции. Первое – добавляет твердость мягким словам, и второе – разделительные функции. Твердость используется после мягкого слога, как, например, в случае использования в слове «de roi». «De roi», давайте разберем это слово, состоит из двух слогов «der» и «wa». Первый слог является мягким, так как в нем есть мягкое гласное «э». Второй звук является твердым «wa», потому что есть звук твердое гласное «а». После мягкого слога использован твердый знак для того, чтобы сделать его твердым. И поэтому твердость это касается звука, в этом случае касается звука «г». Если бы не было твердого знака, слово читалось бы «de gua», так как есть твердый знак, слово читается «de roi». «Г» стало твердым благодаря твердому знаку. «De roi». «De roi». Это слово читается так. Претензия, значит. «De roi». Второй случай использования твердого знака – это использование его между двух слов в сложном слове, когда слово образуется путем слияния двух простых слов. В этом случае у нас слово «ар» и слово «як». Они соединились с помощью твердого знака. Почему твердого знака? Так как слово у нас и здесь у нас твердый корень, и здесь твердый корень. «Ар», «як». Твердый знак здесь выполняет функцию разделения двух слов. Когда мы произносим это слово, мы не говорим «аряк», а разделяем два слова разделяем слово на две части. «Ор-як». Между ними мы чуть-чуть интонацию выдерживаем. «Ор-як». «Ор-як». Буква «ы» в словах, заимствованных из русского языка, произносится точно так же, как в русском языке. «ы», как, например, в слове «штык». «Штык». А в татарских словах буква «ы» произносится короче. Коротко. Сравните «ы» и «э». «Утаз». «Утаз». Если бы, например, слово «штык» я прочитала по-татарски, это было бы вот так. «Штык». «Штык». А если слово «утыз» прочитаю так же, как в русском языке, «утыз», это было бы. Это неправильное чтение, поэтому нужно читать правильно. «Утыз». «Утыз». «ы» короткая. Далее. Буква «мягкий знак» также выполняет, так же как и твердый знак, выполняет две функции. Мягкость прибавляет к словам и разделяет. Мягкость к словам прибавляется, когда мягкий знак используется после твердого слога, как, например, в слове «сярат». «Се» – мягкий слог, так как есть гласное «э». «Рат» – твердый слог, так как есть гласное «а», твердая она. Мягкий знак использован после твердого слога, и этим самым вот этот слог «рат» смягчается, и получается «сярат». А без мягкого языка мы бы читали, мягкого знака, извиняюсь, мы бы читали это слово «сярат». А с мягким знаком мы читаем «сярат». Далее, когда используется разделение, в том случае, когда слово состоит из двух простых слов. Например, «куньёк» состоит из слов «кун» и «ёк». Между ними использован знак мягкости, мягкий знак. В этом случае он разделяет два слова. Мы никогда не говорим «куньёк», быстро так и не произносим. Эти слова мы не соединяем интонационно.
Мягкий знак для этого и служит, для того, чтобы разделять их. Кюньяк. Мы выдерживаем интонацию. Кюньяк.